Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Вот таежник. Приветствую. Здравствуйте. Мы с вами как-то общались, я с Владивостока, помните, нет? Неплохо Владивосток, прикольно. Че у вас, как погода? Да нормально, сейчас вот потеплело, дожди прошли. Было плюс 15, сейчас хоть под 20-ку начало опять. Ну, сейчас погода восстановится, конечно. Ну, я помню, можно на ты, да? Да, конечно. А это что-то я смотрю, там в Белгороде прилеты какие-то там мрачные. Как Да там эти люди? прилеты уже, блин, 8-й год. Ты что, прикалываешься, что ли? Да. Ну, Я сейчас, просто, сейчас почаще, сейчас же начали их отгонять туда, на Харьковском. просто я не понимаю, зачем они, как будто подгадить, не чтобы, грубо говоря, с Тебе, войсками. тебе этого не понять. И мне тоже. Они по мирнику, понимаешь. Это А просто... это вот так встретиться, ну, бой к бою, ну, они не Ну способны. да, для меня это выглядит как вот биться на ринге, но ты понимаешь, что ты проигрываешь, выскочил с ринга и давай зрителей лупашить. Ну да, примерно так, да. То есть оно вот так плюс-минус выглядит. Ну, а как по-другому? А, кстати, такой вот момент. А вообще получалось с кем-нибудь, я смотрел твой контент, он у тебя такой более юмористический, да, где-то там саркастический такой, а вот поговорить на серьезных таких, скажем так, моментах, чтобы с украинцами именно с той стороной, чтобы людей именно переубедить, скажем так, снять, да, вот этот вот бред с головы у них. Получалось? Было, но многих я не выставлял, потому что в конце спрашивал, можно выставить? Да не, лучше не надо, у меня как бы тут. Понимаешь, кто готов с собой разговаривать, они сидят сейчас, как тебе объяснить, они сидят ситуация такая, они бы и готовы, и ружье взять, и пойти, но нельзя, понимаешь, нельзя. Вот это вообще, я просто смотрел последнее, что-то у них там и по правам человека, что-то они ущемить пытаются, и гражданство забирают, то есть у меня логика Да простая. посмотри, у них он пацан взял танк, блин, спер, блин, и приехал к нашим сдаваться. Да нахер мне эта война, не хочу этого. Да я вообще тут есть один такой Петрос, по-моему, с Литвы, Ой. интересный персонаж. Он рассказывает о том, что вот там Россия такая, и вот настраивает пацанов, что нужно, грубо говоря, россиян настраивает о том, чтобы свергнуть власть, а с Украины говорит, вы типа там предатели туда-сюда. А я одного понять не могу. Люди не хотят умирать. Какого хера он сидит у себя в Литве и говорит, кому умирать, а кому нет? Вообще кто Он он? разжигает межнациональную рознь. Вот это бред вообще полнейший. Я вот смотрю вот так на Петроса периодически люди попадают, пытаются ему как-то... Вот скажи мне без обид, ты кто по национальности? Кореец. И вот смотри, да, вот я сегодня смотрел ролик там Бабичева, да, там с этой, с Комлевой. У вас в России, она не была в России 17 лет, прошу заметить, 17 лет она была в России. У вас там таджик, чукча, это как оскорбление. Но это по большей степени это стереотип, созданный на... не, могу сказать то, что 17 лет назад, да, вот это плюс-минус, это сколько у нас где-то были такие моменты, что да, вот, Ну, например... седьмой, шестой год. Да. Вот в эти года я потому что учился в Питере, да, тогда были скины, но их задушили все равно на государственном Ой, уровне. да это, ты понимаешь, это было месячновое. Конечно, не, это безусловно, то есть... Я родился в Якутии, представляешь, рядом были и якуты, буряты, монголы, казахи, украинцы, там, все 15 республик были. Все ехали заработать длинный рубль, как назывался, длинный рубль. И никогда никто не говорил, ты не было такого, блин. Не, в масштабах, конечно, это не было государства. Это если было где-то, скажем так, личное, да, друг с другом. Да, Я говорю, так, где-то да, там, да. да, но это личное, говорю, может произойти в любой стране. Я кореец, я приезжал в Корею, я ругался со своими корейцами, там, я даже в России со своими корейцами здесь ругаюсь, грубо говоря, да. Мне без разницы по большей степени, кто он по национальности. Если человек, скажем так, да, его рассуждения, они оскорбляют меня, то есть ты делаешь человеку предупреждение по большей степени, да, и ты если ругаешься, ты с ним лично ругаешься, а не с его нацией.
Поэтому тут Ты такое... знаешь, у меня был такой случай, это был 96-й, наверное, год, третий курс института. Учился в институте, с мной учился дагестанец Мгм. Сослан. И мы что-то спорим, и я не могу ему объяснить, что он не прав. Мгм. И знаешь, как поговорка, говорю, ну как ты не можешь понять? Я говорю, слышишь, раз так скажешь, я тебе морду набью. Мгм. И только тогда я начал понимать, что я сказал. А у нас, Я знаешь, понял. ну просто как, ну просто, ну ты что такой тупой, да? Просто не смог. Я привык, говорю, подожди, говорю, а ты что подумал? Говорю, да не, ну, говорю, братан, ты что? Я тебя прошу, говорит, никогда вот так. Говорю, все замяли. Да, то есть есть вещи, да, которые касаются... Есть вещи, задевающие, да, вот именно личное. Не Да. какое-то там, И, да, но я-то не хотел, понимаешь, они со зла. И как бы, ну как бы, я уже такой, знаешь, такой, ну, здесь грубо этот, по говоря. большей степени, вот сколько я даже, учась в школе, да, например, мы там в школе тоже между собой деремся, да, даже одноклассники, учась в одной школе, Да. в одном кабинете, мы друг другу рожи и морды бьем, при всем при этом. У меня в классе были Леха и Игорь Солониченко. Они не близнеца, не двойня. То есть один старше другого там на 7 минут. Они абсолютно разные. Вот поставишь два, ну тогда одевали, понимаешь, да, как одинаково. Там он мог бы понять, что братья. И так они абсолютно внешне, абсолютно разные. Мгм. Они между собой бились в кровь. Вот между собой они попробуй хоть одного из них зацепить. Вдвоем затопчут. Вот, да, у нас также было, вот у меня старший брат, ну, двоюродный, вот был момент, мы тоже с ним дрались, как бы, я и с младшим, ну, младший он меня на 2 года, мы тоже с ним дрались, то есть и со старшим я дрался, но если, грубо говоря, мы-то, это наши личные проблемы, что мы с ним деремся, Да? но это никак не отразится в общем, социальном плане. А вот Согласен с тобой, по да. поводу вот этой Лены, я ее периодически я вот наблюдаю, я иногда мне кажется, у нее какое-то психологическое расстройство, больше понять не могу, то есть это по большей степени, Она сидела на наркотиках, вот и все. потому что у нее, вот я смотрел сейчас этот ролик тоже, да, она там с Бабичем, я сидел как раз до этого, и она, Вот я о чем Бабичев говорю. просто пытается ей хотя бы слово сказать, а она просто тараторит. Да-да-да. Та-т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 а. То есть она даже как будто мысль не улавливает, то есть это как есть вот этот, как называется, болезнь, когда не можешь конкретно разговаривать об одной мысли, и у тебя как рандомайзер мыслей в голове просто рождаются, вот так вспышки, грубо говоря, и она вот это все подряд выкладывает, что попало. Ну, есть. Так. Она просто начинает цепляться. У меня был с ней... Но я потом перезалил ролик с ней как-нибудь. Она мне просто снесла. Ну, там я немного погорячился в начале ролика, а потом это... Словесная диарея, да, может быть, так и называется это все. И говорит, а ты где, говорит, родился? Я в Якутии. Я что-то на якута не похож. Я говорю, слышь, вот если ласточка родилась в свинарнике, она будет похожа на свинью, он говорит, ты всех якутов свиньями обозвал. То есть она не поняла аналогию, да, грубо говоря, я понял. Логика, блин. Да. Вот мне тоже сидят, вот я здесь появляются украинцы. А потом, знаешь, как я ей сказал, говорю, если хомячок родился в аквариуме, он что, рыбка? Ну да, А, типа того. ну это другое. Блин, ну просто, ну думаешь, ну ебобо, блин. Вот это странно, это мне тоже говорят, вот ты кореец, я говорю, да, я кореец. Он говорит, где ты родился? Я говорю, в России родился. Я говорю, Самый первый вопрос, который должны были задавать, собаку ел? я нет, кстати. Ну это стереотип тоже такой своеобразный. Значит, ты не настоящий, ты не взаправдышный. Я просто в России прожил. А я ел собаку. Я не знал, что собака, я ел. Да? Да. Не, я не Да. пробовал. Ну, в Якутии. Я, например, вот в Корее я не видел, чтобы готовили. А вот в Китае, например, и в Тае я видел, что готовят как бы. Но это по большей степени... Я не осуждаю, у каждого своя еда, да. Для кого-то корова священная, а мы едим эту корову, еще там вагю, там мраморная говядина. Может, кто-то смотрит на эти индусы, они тут вообще больные люди. Не, это помнишь, как этот в Comedy Club, когда где-то в Тае приходит, давайте, говорит, сегодня русская кухня, говорит, яичница, это как, говорит, это вот это неродившийся цыпленок. Говорит, давай мне лучше наши там червячков, это я не могу слушать, что ты говоришь. Ну так же, согласись, вот для них принято там вот это.
штука, сейчас забыл, как называется. Короче, я знаю, да, там утенок это получается, он вот только-только должен. И, Ой, слышал, фу, давай, да. я понял о чем ты, Я потому что приехал тоже на Филиппины, мне говорят, тебе нужно попробовать обязательно это блюдо. Ну, и как бы приезжаешь в страну, что-то нужно традиционно, интересно попробовать. Ну, вот я там в Китае, да, там, например, лягушек, там, змею пробовал. И мне когда сказали, нужно вот так, я говорю, не, я не могу. То есть я когда увидел, у меня знакомый просто начал расковыривать. Я говорю, это что такое? Я говорю, не, я такое точно не смогу поесть. Я говорю, борща дайте или пельмени. Не такое, как... Шаурма вообще... Шаурма это вообще секрет секретный. Инга Розанова. Не, знаешь, самое такое блюдо, даже российское, это пирожки с мясом. Когда подходит там бабушка, выходит два парня там с поезда на остановке, бабушка продает пирожки. Ребята спрашивают, один такой юморист, говорит, бабушка, а вот это мясо вчера мяукало или гавкало? Он говорит, да хуй что задавала. Это такой момент. Мы учились в Питере, короче. Ну, и Ой, подожди секунду, родной, это забуду, ребят. 28 мая всех пограничников поздравляю с праздником. Сегодня день пограничника. Кто причастен, ребят, мира, добра, граница на замке. Ты на стриме, да, я так понимаю? Там. Да, маленько. Ну, я расскажу и пойду. То есть, вот, был такой момент, вот по поводу даже того же самого сала. Мы студенты, ну, как студенты, да, то есть гуляют, родители выслали деньги с Питера лететь, ну, с учебы, как говорится, с универа, летите домой, там, мы, да, прилетим, родители деньги на билет отсылают, мы студентами их пробухиваем, короче, домой ехать надо, родители спрашивают, вы где, мы, да, и в результате там что-то пошли, разгрузили один там торговый, короче, пошли подзаработали, можно сказать, вагоны разгрузили, ехать домой. И мы что делаем с пацанами? Покупаем билеты на поезд. То есть неделю, да, это до Владивостока. Купили билет, а не пожрать ничего нету. Это повезло, что пацаны там на дембеля ехали, у них там бабки были. Они нас покормили, студентов. Плюс еще женщина. А женщина, короче, она везла с собой сало. Я сало, ну, вообще никогда толком не ел. Грубо говоря, ну, кто-то любит, мне оно не заходило. После этого сейчас ем сало. Короче, мы с Игорем лежим друг с другом. Жрать хотим капец. Красавец, после этого ем сало. Жрать хотим. А женщина такая говорит, о, ребятки, помогите мне сумки, там не сумки перенести. Мы, да без проблем. Ну, а мы как бы просто помогаем им. А она такая говорит, а я вас за это накормлю. Мы такие, о, еще и покормят, как бы. Нам-то какая разница, есть сумки там вынести, занести. Нарезает сало, нарезает хлеб. Я сижу на этот хлеб и сало смотрю, думаю, блин, ну не могу я такое как бы. Попробовал сначала, а голодный, а потом раз таки, а на голодняк-то я такой говорю, кстати, прикольная тема. Она говорит, вот это с чесночком, а вот у меня такое, а вот у меня такое. Она сама, как раз женщина, она украинка была. И она говорит, я говорит, получается, сделала сало, говорит, и сейчас еду вот тоже туда-то, в такое-то, такое-то, говорит, вот отвезти, как бы. Ну, она украинка, которая жила в Питере, то есть уже давно. Вот она с салом ехали, кушали, то есть как бы, и после этого нормально. Я сейчас последний раз сало, у нас сейчас белорусские магазины появились. Вот есть копченое сало. Блин, вот оно реально вкусное, прям реально вкусное. С этим не поспоришь. Слышишь, такой вопрос. Могу с собой ролик выставить? Да не надо. Люди посмотрели на стриме, думаю. Я стесняюсь просто. Ты мне давай я тебя забрюлю, да и все, лица не будет видно. Ну, давай, если только так. Квадратами сделаю тебе. Да. Не, ну просто видишь, народ улыбнулся, говорит, после этого, говорит, я стал есть сало. Вот не тетка, да? Ну да, даже я вот в Корею ездил, получается. В Корее, кстати, как там мясо продают? Вот это самый интересный момент. Мы, соответственно, мы русские корейцы, да, как Виктор Цой, там Костя Дзю, такие. Выросли, как говорится, на борще, да, там плюс еще своя кухня, соответственно, есть, но в основном, то есть, кушаем все миксовано, и плов, и манты, и вот это все, короче, подряд. В Корее мясо как продают? Они сало обрезают и чистый кусок галимого сала они выкидывают. У них можно попросить сало, как бы, они там за копейки его продают. Мы с пацанами пошли, и у нас один пацан, он поваром работал, он говорит,
этот, а что они салом делают? Ну, я говорю, блин, сейчас бы сало какого-нибудь, кто летит, говорю, с России сейчас, говорю, сюда. Они говорят, да пойдем на базаре, возьмем у этих, у корейцев, типа. Я говорю, а как, ну, ты, говорю, знаешь, что попросить? Он говорит, да, пошли, взяли сало, засолили, сидим, кушаем, а у меня девушка кореянка была, она говорит, это что такое? Я говорю, шкура свинячья, я не знал, как просто это по-корейски сказать. Она говорит, вы зачем такое едите? Сама попробовала, она говорит, странное на вкус. А мы потом сидим, водки не было, а там соджу корейская. Я говорю, давай соджу. Сидим, херачим с чесноком, с луком. Хлеб тоже очень беспонтовый. В Корее он как этот, как поролоновый такой, весь мягкий. То есть, ну, как булочки. Вот есть у нас булочки, вот, действительно. Он такой, то есть там ни серого нету, ни ржаного, никакого хлеба. Я этот пацан такой говорит, ну, говорит, давайте я сам сделаю. Он там в сковородке сделал вот хлеб, сам этот его, сидим с салом, этот херачим. Ну, как лепешки, правильно понимаю? Как лепешки. Да, просто вот, ну, он просто целую захерачил туда, и такая, как каравай здоровый получился, такая фигня. И вот, и у меня девушка кореянка, она такая говорит, вы что едите, говорит. Я говорю, да шкуру едим. Она говорит, она же сырая, как бы. Она говорит, блин, ну как так можно кушать? Ну, у них сало в Корее, то есть у них свинья, она, если у них кушают, скажем так, бекон, то это бекон, но это прослойками прям такими, прям, и у них толщина сала, ну, не как вот у нас бывает, да, там по 2, по 3 сантиметра. У них там буквально там сантиметр вот этого сала, жира, но опять мясо, то есть идет вот такими прослойками, как бы. Ну, она попробовала сначала, она говорит, странно, а я после работы, бывает, приходил, просто взял, закинул что-нибудь, она говорит, странно, как можно кушать? Борщ научил готовить. Смотри, а тут вопрос, а вы хе готовите? Да, но хе у нас здесь, так как живем в этом, в Владивостоке, у нас в основном из рыбы, мы из рыбы такой, как там красный, там, красноперка у нас тут, из всего, из камбала можно тоже. То есть это все готовят, конечно. Ну, классно. Тут девчонки пишут, не брюль пацана, пацан красивый, симпатичный, пусть так. Стесняется только. Борщ научил готовить, видишь, пишет, борщ научил готовить. Красавчик. Да, и кореянка, она, когда, кстати, я там с ней жил, она просто у меня спрашивает, говорит, а ты в Корею что приехал? Я говорю, в смысле? Говорю, на историческую родину посмотреть, что, зачем, как вообще, в принципе. Интересно было. А она спрашивает, а в России как? И вот самое, что интересное, то есть в плане эрудиции, у них, как и у американцев, узконаправленное, то есть обучение идет. И когда ты ей говоришь, какая самая огромная страна в мире, она стоит вот так, Америка. Я говорю, а почему Америка? Я говорю, Россия. Она говорит, не может быть. То есть они по большей степени даже некоторые не верят. То есть ты показываешь на карте, вот это Россия. Она говорит, о, а вон там тоже люди живут, а вон там тоже люди живут, а вон там тоже люди живут. Я говорю, везде люди живут. Я говорю, ну есть тундры, конечно, где не живут. А так, где можно жить, в принципе. Она говорит, о, странно. И я, когда вот уехал в Россию, у нас здесь базы были, а я уехал зимой. И как раз меня пацаны позвали отдыхать на базу. И такие там домики с кругляка, со сруба, ну, с красивого прям сделано. Ну, деревянный сруб. Да, прям вообще, ну, красота прям. И я фотографирую, она говорит, ты мне, говорит, вживую покажи, говорит, зачем ты мне открытки отсылаешь? Я ей видео снимаю, что это я. Она говорит, блин, у вас как вот, она говорит, я приблизительно представляла, она говорит, это город, я еще объясняю, говорю, нет, это у нас база отдыха, она сделана в таком стиле. Она говорит, блин, прикольно, а вообще город покажи. Я показал город, она говорит, так у вас обычный город. То есть у некоторых людей почему-то стереотип сложившийся, что у нас вечная зима, да. Медведи на поводках, как дома, как собак держим, короче, в этом плане. Да. То есть, и я ей говорю, лапти еще сейчас, я ей говорю, вот, поеду за лаптями. Она говорит, а действительно, я говорю, да нормально, все везде одинаково. Я ей объясняю, что во всем мире все одинаково. Так же, как живете вы, так же живем мы и везде. Ну, где-то чуть хуже, где-то чуть лучше, где-то да, свои это уже, нравы, свои обычаи. Да, есть такое, да. Ну, она говорит, вот, а говорят, там Россия там бедная. Я говорю, ну, в каком плане бедная? То есть я говорю, на окраинах, говорю, и здесь в Корее, говорю, точно так же херово живут. Ну, окраины там всегда, как говорится, вот, ну, такие. Да. Везде одинаково. Говорю, что в Китае, например, что у вас в Корее,
Хотя Корея, да, это какой-то экономический прорыв вообще считается. Но у них точно так же все люди. У них, кстати, огромная проблема. Они считают всех русских людей. Они говорят, что вы богатые или у вас странное такое у них ощущение, когда говоришь о том, что ты уже имеешь квартиру у себя дома, например. То есть корейцы в большинстве случаев не имеют собственной квартиры даже. Не, ну смотри, может быть это сложилось потому, что у нас, допустим, квартиры переходят от деда к сыну, Там точно так же. к отцу, от отца к тебе, как бы, ну не всегда, не всегда. Ну, не, я имею в виду общая численность приблизительно, ну, в процентном соотношении у нас процентов 70, ну, до 70-80, может, не, до 80 вряд ли, ну, 70 точно имеют собственное жилье, скажем так. В Корее этот процент всего лишь до 30% доходит, то есть они всю жизнь живут в аренде. Слушай, ну подожди, как тебя зовут, кстати, извини, забыл. Александр, Саня. Александр, вот смотри, а как Америка? Покупается дом на 3 на 4 поколения в семье. Да, И живут да. в аренде. И вот мы, не знаю, мы русские, мы так не сможем. Нам нужен вот свой, пусть маленькая хатыночка, да, маленький квадратик, Да, но да, свой. У нас Ну, же в первую свой, очередь да. вот и начинается даже программа «Молодая семья», да, то есть ты только там Да. туда-сюда, у нас начинается все, съезжать от родителей, достали родители, хочу самостоятельно. Хочу сам этой Да, кухни хочу сам тусить. пострадать, охереть, как говорится. Не, знаешь, вот у меня брат, он когда он, ну, лет 10 назад, тоже молодая семья, он брал землю в аренду, по-моему, 15 суток у него, 40 тысяч рублей стоит земля, на 5 лет берешь его в обременение, ты обязан закрыть контур, то есть поставить дом, двери, окна, газ, вода тебе подводится через год. Мгм. И все, и потом ты, правда, не можешь этот дом продать в течение 15 лет. Ну, чтобы не были барыги, помнишь, чтобы Я понял, не было да. перекупов. И все, у нас сейчас многие так строятся. Ну, у нас Многие еще сейчас строят. такая тема, у нас вот этот, если слышал, дальневосточный гектар. Да, слышал, да. Вот, там тоже, там вообще буквально можно забить, там, я не знаю, 4 колышка, да, там, и уже будет твой. Не обязательно даже фундамент постелил, там фундамент можно постелить, ну, полмиллиона где-то плюс-минус, нормальный фундамент основательно сделал. И сколько он у тебя будет стоять, у тебя, то есть, земля переходит к тебе в собственность. Если ты это в течение, там, по-моему, 5 лет не сделал, то земля обратно отходит государству. То есть, Ну, вот то же самое у нас, То же да, самое у то нас. есть. И вот, а сюда выхожу с украинцами, разговариваю, говорю, я кореец, скорее не нужен. Я говорю, я кореец, скорее не нужен. Почему вы придумали, что вы украинцы, нужны какому-то там, я говорю, французу, если ты, говорю, ни французский не знаешь, Конечно. ни английский не знаешь. Вот я говорю, я ему ставлю пример. Ты приезжаешь, вот там стоит какой-нибудь, пусть будет какой-нибудь Жан, например. Ты ему говоришь, я хочу у вас работать. Почему он должен тебя взять на работу? Ты ему показываешь диплом. Ну, это не объяснить. Они не понимают, что если даже ты специалист, надо пройти переквалификацию. У них даже, знаешь, если строитель, у них разная метрическая система. У них не в сантиметрах, там, а в дюймах, там, всякой такие хероборения. Да, у них, я говорю, ты если технический язык не знаешь, зачем ты мне нужен? Я говорю, вот ты, к примеру, приехал ко Да. мне в Корею, говорю. Вот он говорит, а как в Корее? Я говорю, ну, такая-то, такая. А если я поеду в Корею? Я говорю, а зачем ты мне нужен будешь, Корея, к примеру? Я говорю, если я могу взять корейца на работу, который будет понимать меня на все 100%, и я Да, смогу ему да, объяснить, плюс он да. будет иметь корейское образование. Ты, говорю, например, зачем ты мне в Корее? Иди копай, говорю, иди занимайся тем, где не нужны умственные твои способности, а нужны твои руки-ноги. Оторвало руки-ноги тебе, я следующего поменяю. Да. И То опять же, есть если я тебя устроил к себе официально, я тебе оторвал руки-ноги, я тебе должен буду платить пенсию. Ты же у меня работал. Вот, я им объясняю, я говорю, вы там не нужны. Нет, ты говорит, ты просто... они говорят, ты чисто русский, ты уже русский. Я говорю, может быть, я не русский, а просто, я говорю, логически рассуждаю, говорю. Просто логика. Смотри, логика это русская наука, им это не надо. Москальская. Ты ж понимаешь. Зря меня ей научили, как говорится, только людей травлю. Не, ну красавчик. Вот. И я, получается, вот общался с одним парнем.
Он сидит такой, говорит, вот, а почему ты в Корее? Я говорю, там такие-то минусы, там такие минусы, там-то такие. Я говорю, система капитализации, там, говорю, вот мы, говорю, Россия тоже капиталистическая страна, говорю. Но ты, говорю, не представляешь, что такое этот. Я говорю, именно прям американская капиталистическая система. Ты там Скажи мне, пожалуйста, подожди, что ты заканчивал в Питере? Какое учебное заведение? СПБ ГМТУ. Переведи. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Думаю, так грамотно рассуждает. Думаю, откуда это все пошло? Закончил специальность у меня эксплуатация судового оборудования, но я по нему не работаю. Я уехал дальше в Китай учиться в Шанхай, то есть получать вторую вышку, и отучился в Шанхае, получается, еще и от Шанхая потом, ну, соответственно, китайский, корейский и английский у меня в арсенале. Красавчик. И вот, и я им об этом говорю, что я знаю свой язык, я знаю китайский язык, я знаю английский язык. Но, говорю, есть такая поговорка, самая такая жизненная, где родился, там и пригодился. Просто самый интересный момент, у меня друг, как раз мы заканчивали университет заканчивали в Питере, он, американская мечта, уехал в Америку жить. Сейчас обратно привез жену, уже в Америке познакомился с ней, бурятка, кстати, он ее в Бурятию отправил, сам обратно возвращается. Я говорю, что он говорит, что он получил, живя в Америке. Всю жизнь проработал руками, хотя при всем при этом закончил универ с красным дипломом и школу с золотой медалью. То есть у человека, то есть у него потенциал именно сидеть в офисе ручкой расписываться у него огромный. При всем при этом пацан очень умный. А приехав в Америку, он говорит, я понял, что я здесь нахер никому не нужен. Да, так и есть. Да, от того, что жрать надо, говорит, пошел на первую попавшуюся работу. Что прошло за 18 лет, там, грубо говоря, я, говорит, лазил по вышкам, устанавливал сотовые вот эти вышки, G5 какие-то там, говорит, все руками работал, говорит, дома красил, вот это все. Говорит, я говорю, что? Он говорит, сейчас домой возвращаюсь. Я говорю, не узнаешь сейчас дом. Он не был почти, 18 лет не был дома. Да нифига себе, в России. Да, я говорю, не узнаешь. Он такой говорит, я уже понял, потому что мы с ним периодически так разговариваем по видеосвязи. Он там едет, и плюс еще ко всему он сутками на работе. То есть он говорит, вот я сколько здесь лет живу, я, говорит, всю жизнь вот на траке езжу, плюс на вызовы вот эти, говорит, вечно на работе. И мы с ним так периодически общаемся. Я говорю, вот я туда поехал, вот я сюда поехал, вот я говорю, я в Китай поехал, там, вот я то поехал. Он говорит, я, говорит, не понимаю. Ну, я ему объясняю свой спектр работы. Он говорит, получилось так, что я учился, я троечник был. Я разгильдяй, как бы, сам по себе. Самые пробивные в жизни. Потому что не зубрила. Голова думает, когда можно сфилонить, когда надо поднапрячь башню. Вот, и я говорю, в результате только я руками никогда не работал. Я говорю, а у него получилось так, что он всю жизнь, ну вот я видел в нем именно потенциал, что я думал, он достигнет прям таких прям значимых там результатов в жизни. Ну, бывает такое. Не в то время туда уехал. Но он сам жалеет, он сам говорит. Он как бы и жалеет, и не жалеет. Не жалеет, потому что там жену встретил. Ну, жизненный опыт, как бы. Что-то приобрел, что-то потерял, как бы. Да, чаша весов всегда будет в равновесии. Зато опыт, и вот. И я ему сейчас говорю, вот там промышленной стройкой занимаемся туда-сюда. Он говорит, а что там можно? Я говорю, вот, да сейчас хотим экскаваторы, говорю, взять и в аренду, говорю, на Украину отправить. Ну, по стройке. Он говорит, а что по деньгам? Я ему говорю, столько-то. Он говорит, о, давай я тоже вкинусь. То есть, я говорю, можно даже самому поехать еще там зарабатывать, как бы, как экскаваторщик. Я говорю, я ленивый, мне проще найти какого-нибудь человека, который будет сидеть и ручки дергать. Тебе проще руководить. И он такой говорит, блин, я готов поехать. То есть, я говорю, Костян, ты уже настолько привык вот действительно все делать руками, что ты, говорю, ты уже... Я говорю, есть же еще время, но подумать еще дополнительно что-то поделать. Он говорит, да, говорит, это все привела меня вот эта, говорит, система Америки, что если ты экскаваторщик, то ты должен полностью все об экскаваторах думать. Все, да, все. Все, говорит, как шоры у лошади. Понял тебя, дружище. Ладно, побегу дальше. Давай не буду тебя брюлить. Нет, пожалуйста, заблюй. Спрячь меня, стесняюсь, честно сказать. Ну всем привет. Кто-то и посмотрит. У меня там 2000 подписчиков всего. Там будет 50 просмотров роликов. Да 50 просмотров будет максимум.
пожалуйста, ну, Понял. заблюдь. Ладно. Понял, сделаю, братан, давай, красавчик. Мира, добра, счастья, здоровья, развития.